В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Продолжаем рубрику «Ко Дню Победы» в эти дни 25 лет назад. 26 сентября 1993 года продолжается победное наступление на Сухум на Гумистинском фронте. Абхазские отряды атаковали противника в новом районе столицы со стороны переходного моста на Старом поселке. Со стороны ПТУ абхазские подразделения с боями дошли до здания 20-й средней школы. Основные силы противника засели в здании школы номер 15, но после артобстрела и атаки мотострелков грузины стали убегать, также из районов Маяка и Гумистинского массива. Параллельно другие абхазские подразделения с боями спустились с Личкопского кладбища к вокзалу и улице Чочуа. Обойдя противника, абхазские подразделения заняли позиции напротив железнодорожной платформы. 26 сентября на Восточном фронте на участке в районе села Дача шли тяжелые бои с пехотой и бронетехникой противника, которую он применял массированно на узких направлениях. В течение всего дня, 26 сентября, противник предпринял 2 атаки с целью прорыва обороны абхазских бойцов. Каждой атаке предшествовал артобстрел из гаубиц и минометов. 2 раза танкам противника удавалось врываться в боевые порядки Восточного фронта и буквально утюжить окопы. Но все атаки были отражены. Противник так и не сумел деблокировать трассу. Потеряв свыше 7 единиц бронетехники подбитыми и сгоревшими и около 300 человек убитыми и ранеными, противник отступил. Абхазским отрядом был захвачен 1 вражеский танк Т-55 и около 50 единиц стрелкового оружия. Ко дню освобождения столицы нашей Родины, который отмечается завтра, 27 сентября, Сухумская городская администрация подготовила ряд праздничных мероприятий. В 10 часов утра начнется церемония возложения венков в Парке Славы. В 11 часов на набережной Махаджиров у драмтеатра состоится конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. В 15 часов в Государственной филармонии начнется торжественное мероприятие, посвященное освобождению города Сухум. В 16 часов на набережной Махаджиров откроется пленэр и выставка работ учащихся Сухумской детской художественной школы. В 17 часов 30 минут начало творческого мероприятия «Остров поэзии» в парке имени Баграта Шенкуба. В 18:30 в парке имени Баграта Шенкуба состоится показ видеооткрыток, поздравлений из разных стран с Днем Победы. Там же будет установлена праздничная фотозона с изображением государственной символики и организована раздача памятных лент с символикой праздника и разноцветных шаров. В это же время на площади имени Сергея Багапши начнется рок-концерт ансамбля «Амзара» «Баллада абхазского этноса». В 20 часов на набережной Махаджиров у колоннады начнется театрализованное представление «Харахаруари Хабы», показ игрового по мотивам рассказов ветеранов войны, а затем живое исполнение композиций «Песни, рожденные войной». В 22 часа праздничный фейерверк. В канун празднования 25-й годовщины со дня освобождения столицы Абхазии Сухума члены Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА возложили цветы к мемориалу славы и почтили память павших в боях за свободу и независимость Абхазии. И даже спустя 25 лет в памяти ветеранов остаются события этих лет. Моих воспоминаний о такой горящий совмин, дым от которого, наверное, был виден по всей Абхазии. Огромная радость. Мы все понимали, что освобождение Сухума – это как бы предтеча освобождения всей страны. Я желаю народу Абхазии, в первую очередь, мира, чтобы эта победа была на тысячелетие для нас, для грядущих поколений, чтобы был созидательный труд, чтобы мы делали нашу родину краше, лучше. Это был такой год сплочения, год единства, дружбы. Мы сами себе показали и доказали, что многое можем. Можем очень трудные дела делать, государственные дела. И мне кажется, это должно как-то нас стимулировать и работать в будущем тоже. Ну и вас тоже я хочу поздравить. Успехов. Продолжайте все это, ваших отцов дела. Я надеюсь, что у вас все получится.
Сегодня в Гагре состоялась торжественная церемония открытия электроподстанции «Гагра-1», которая была полностью реконструирована за счет средств российской инвестпрограммы. В церемонии открытия приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. Работы по реконструкции электроподстанции «Гагра-1» были начаты более года назад. И вот они завершены. Полностью обновленная станция с новым оборудованием встречает гостей. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария, перерезав красную ленточку, дали символичный старт запуску новой электроподстанции. Аслан Басария рассказал Раулю Хаджимба и Алексею Двинянину о том, в каком состоянии была станция до начала реконструкции и какие работы здесь проведены. Подстанция была построена еще в 1957 году и к моменту ее модернизации была практически непригодна к дальнейшей эксплуатации. Гагра-1 питает основные узлы города, в частности его центральные районы, и перебои в подаче электроэнергии в основном происходили из-за больших нагрузок, которые сети не выдерживали по причине изношенности оборудования на подстанции. Если ранее мощность Гагры-1 была всего 20 мегаватт, то теперь, благодаря установке двух трансформаторов по 25 тысяч киловольт-ампер каждый, ее мощность увеличилась вдвое и составляет 50 мегаватт. Как говорят специалисты, это позволит решить вопрос с перебоями электроэнергии в центральной части города, особенно в летний и зимний периоды. Эта подстанция дает возможность увеличить мощность той части города, которая питается от этой подстанции. Каждый потребитель, наверное, понимает, что для того, чтобы до него довести эту электроэнергию, проходит огромное количество электроустановок. Но что касается непосредственно этой подстанции, здесь вы видите современное оборудование, качественно проведенные работы, и все те отключения, которые были связаны непосредственно с подстанционным оборудованием или с невозможностью выдать дополнительную мощность, они на сегодняшний день локализованы и решены. На подстанции установлен современный общеподстанционный пункт управления. Здесь размещены шкафы релейной защиты и автоматики, которые срабатывают при экстренной ситуации автоматически. Каждый шкаф имеет свою функцию, который посредством реле определенных и посредством уставов, то есть времени срабатывания этого оборудования, он срабатывает и защищает то оборудование, которое у нас есть уже по различным классам напряжения. Так как потребление электроэнергии в Гагарском районе с каждым годом растет, на электроподстанции учли и возможность увеличения энергонагрузок. Для этого здесь установлено закрытое распределительное устройство. Безусловно, ввод в эксплуатацию электроподстанции Гагра-1 – значимое и важное событие не только для района, но и для всей Абхазии. Я, конечно, не могу не отметить ту признательность подрядчику ГУП «Черноморэнерго» Абхазии, которая выполняла эти работы на базе финансирования, предоставленного Российской Федерацией в рамках инвестиционной программы 2017-2019 годов. Я искренне надеюсь, что данный объект принесет пользу как жителям Гагринского района и близлежащих окрестностей, так и туристам, которые посещают вашу республику. И хочу выразить уверенность, что их количество будет расти, так же, как будет увеличиваться и благополучие всех жителей и всех граждан Республики Абхазия. Хочу поздравить всех жителей Гагринского района с тем, что сегодня мы видим, вводится подстанция Гагра-1. Мы все ждали этого события. Качество и потребляемость и подача электроэнергии у нас намного увеличиваться будет. Поэтому мы рады тому, что наши потребители получат качественную электроэнергию. Следует отметить, что в рамках российской инвестпрограммы еще на двух электроподстанциях, питающих город Гагра-2 и Гагра-3, также проведены ремонтные работы и установлено новое оборудование. Все масляные выключатели заменены на высоковольтные или газовые, а два силовых трансформатора мощностью 5,5 мегаватт на 10 мегаватт. Как говорят специалисты, проведенная работа положительно скажется на энергоснабжении главного туристического города страны. «Война и мир в творчестве абхазских художников». Выставка с таким названием, посвященная 25-летию Победы, открылась сегодня в Центральном выставочном зале Сохума. На открытие выставки пришло руководство республики во главе с президентом Раулем Хаджимбом, художники, общественность. Мероприятие организовано Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия, а также Союзом художников Абхазии.
Более 85 работ в жанре графики, живописи, декоративно-прикладного искусства были представлены сегодня здесь, в Центральном выставочном зале. Каждая из этих работ нашли отражение событий, связанных с переживанием трагедии, послевоенной жизни, а также времени мира и созидания. Идея написать картину «Рица. Ультрамариновые горы» у художника Руслана Габлия появилась еще 20 лет назад. За это время работа была несколько раз переиздана. Добавлены новые краски, немного изменен пейзаж. Последний вариант картины представлен на нынешней выставке. По словам автора, в своей работе он постарался изобразить мир без войны. На выставке тема войны и мира были тесно переплетены. Все выглядело так, будто одно теперь уже не может существовать без другого. Жители Абхазии, защищавшие свою родину, стали объектом творческого изучения и отображения их героических поступков во многих представленных работах. Это память художникам Хонджия, воспоминания от Гура Ампар, 41 год Виссариона Цвижба, скорбящая мать Виталия Джения, портрет ветерана Леонида Эник и многих других художников. А вот работы Надара Цвижба только о мире. Это один из этюдов на Вафонском монастыре. Это целая серия, у меня целая серия работ. В данное время я занимаюсь тем, что продолжаю работать. Вот. А одна из как бы более или менее завершенных я выставил. Обычно вообще к празднованию Дня Победы говорят, что нужно принести работы, связанные с войной. Вообще-то очень много художников из наших нынешних, более 90% они все воевали. Но при этом они не то что мало обращают внимания, они из-за того, что относятся очень к этому вопросу ответственно, мало работают на тему войны. Не то, что надо забивать о войне, надо стараться, чтобы оно не было ни в головах, ни в сердцах. Выставку «Война и мир», приуроченную к 25-летию Победы, посетили президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия. Выставка продлится еще 10 дней. Каждый желающий в течение этого времени сможет посетить экспозицию в Центральном выставочном зале. Сария Смыр, Сергей Демянов, Абхазское телевидение. Праздничный концерт с участием ветеранов войны, организованный Ассоциацией женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии совместно с Государственным музеем боевой славы, прошел сегодня в Государственной филармонии. Концерт посетили президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварчия, депутаты парламента, ветераны войны, матери погибших, общественные деятели. Выступления подарили зрителям массу эмоций, так как всеми полюбившиеся песни военных лет проникновенно исполняли женщины-ветераны, участницы боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии. Вместе с ними в праздничном концерте приняли участие известные артисты абхазской эстрады, а также музыкальные коллективы. Праздничный концерт с участием ветеранов войны смотрите в одном из наших ближайших эфиров. Сухум готовится к празднованию 25-летия со дня освобождения. В столичной администрации подготовлен целый ряд мероприятий. Помимо этого, и в городе произошли изменения, которые нельзя не заметить. Подробнее об этом в материале Ренаты Шакая. В канун 25-летия Победы и независимости Абхазии над зданием администрации города вновь забили куранты. Почти год горожане не слышали боя часов. Решением столичной администрации часы и сама башня были отремонтированы. И сейчас они выглядят практически в первозданном виде. Символично, что запустили часы именно ко дню освобождения столицы. Городские часы, которые являются одним из символов города, тоже уже запущены, они уже функционируют. Была проведена огромная работа, потому что очень важно было точно их выставить. Все мероприятия уже готовы к празднованию
25-летию освобождения города в первую очередь. Весь день будут проходить по всему городу мероприятия, концерты. Пользуясь случаем, хочу всех ветеранов поздравить с этим днем. Дай Бог, чтобы больше никогда не было войны. И мы должны о них помнить, в первую очередь о тех, кто погиб в этой войне, обратиться с добрыми пожеланиями к матерям погибшим, ко всем тем, кто прошел эту войну, чтобы в дальнейшем вся жизнь их была устлана цветами, и чтобы они только хорошее видели в своей жизни. Нельзя не заметить, что город преобразился к празднику. Улицы, парки и площади приведены в порядок. Знаменательно, что именно ко Дню Победы в Сухуми будет сдано в эксплуатацию новое помещение Управления социального обеспечения столичной администрации. Через несколько месяцев начнется очередная регистрация пенсионеров. Всю эту процедуру люди будут проходить в новом современном помещении, в котором созданы условия и для пенсионеров, и людей с ограниченными возможностями. Оно соответствует всем мировым стандартам, это место, оно полностью, там не надо стоять в очередях, удобное место, достаточное место, что немаловажно, оно не куцое, всем хватает кабинетов, человеку не надо долго в очереди стоять. Есть пандус, заасфальтировали перед этим зданием, чтобы легко было подъехать, потом, чтобы можно было на коляске въезжать в это здание. Я думаю, что это для многих наших пенсионеров, инвалидов облегчит их жизнь во многом. На Сухумской горе заработал фонтан, а вокруг него установлены лавочки. Расчистка территории Сухумской горы произведена силами городской администрации по решению мэра столицы Адгура Харази в рамках подготовки Сухума к празднованию 25-летия освобождения столицы и Дня Победы и независимости Абхазии. Есть надежда, что фонтан станет еще одним местом отдыха для сухумцев и гостей столицы. Дело в том, что в старое время это место было местом отдыха горожан, и поэтому мы сообща, работники администрации, решили вот это заново открыть это место для города. Оно все было заросшее, возобновить в памяти горожан, что это было местом досуга горожан, и чтобы опять их привлечь в это место. Для этого необходимо было все это почистить. Конечно, для этого понадобилось несколько месяцев, но своими силами все работники администрации поднимались сюда в течение всего этого года и чистили этими сверху донизу. Всю гору мы почистили, сделали его доступным для горожан. И одновременно, вот как вы видите, сегодня мы запустили фонтан. Старый фонтан, пришлось заново прокладывать трубы, ставить новый насос. И я думаю, что в дальнейшем это место станет еще одним местом, куда горожане будут приходить со своими детьми. Еще одним излюбленным местом отдыха горожан является Сухумская колоннада. Еще перед войной на арке были установлены подвесные часы. После завершения реставрации колоннады в центральной ее части были установлены такие же часы, которые украшали колоннаду четверть века назад. Рената Шака, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Вопросам усиления мер обеспечения правопорядка при проведении праздничных мероприятий и массовых торжеств было посвящено совещание в МВД, которое провел министр внутренних дел Гарри Аршба с руководителями силовых подразделений ведомства, милиции общественной безопасности и госавтоинспекции. Гарри Аршба отметил необходимость проводить профилактические беседы с организаторами мероприятия соблюдения общественного порядка, правил дорожного движения и недопущения применения огнестрельного оружия. В целях предупреждения правонарушений как административного, так и уголовного характера всем начальникам гора и органов необходимо будет силовому блоку ОВД в дополнение к проведению плановых и рейдовых профилактических мероприятий усилить данный режим во время проведения таких праздничных мероприятий, в частности, свадебных торжеств. Особую бдительность проявить необходимо будет автопатрулям при проведении нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, участвующих в движении свадебного кортежа. Пресекать данные действия, останавливать автотранспорт
Недопустимо хранение и ношение оружия без необходимых на то документов, отметил министр внутренних дел Гарри Аршба. В последнее время участились случаи, когда не соблюдаются элементарные обязательные требования к хранению и ношению оружия, что приводит порой к трагическим последствиям. Силовому блоку милиции усилить меры на предмет выявления фактов незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия. Вне зависимости от места и обстоятельств обнаружения фактов незаконного ношения и хранения оружия, не говоря уже о его применении. Основное предназначение правоохранительных структур – это профилактика правонарушений, предупреждение преступлений. При выявлении противоправных действий у представителей правоохранительных органов есть все законные основания для привлечения нарушителя к ответственности. На Алакове Сергей Демьянов, Абхазское телевидение. Шестой международный молодежный арт-фестиваль «Прогулки по набережной» прошел в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир. Основная цель культурно-массового мероприятия, которое стало уже традиционным – поддержка и развитие молодежного творчества, сохранение народных традиций, популяризация современных достижений культуры и искусства, а также привлечение подрастающего поколения к чтению. Саид Джарсалия продолжит тему. Международный молодежный арт-фестиваль «Прогулки по набережной» стал традиционным знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии. Фестиваль собрал немало профессиональных и самодеятельных творческих коллективов из всех районов республики. Главная цель фестиваля – популяризация чтения среди молодежи, а также популяризация библиотеки как места интеллектуального развития. Мы используем на этом фестивале различные направления, жанры культуры. Музейное дело, изобразительное искусство, народно-прикладное ремесло, площадка милосердия, площадка живое слово, площадка литературы и библиотек. Приехали гости из Краснодарской краевой библиотеки имени Варавы. Приехала председатель региональной писательской организации Краснодарского края Светлана Николаевна Макарова. Сегодня на круглом столе будет подписан договор о сотрудничестве между писательскими организациями Абхазии и Кубани. Основные мероприятия фестиваля прошли на прилегающей территории Национальной библиотеки. Фестиваль стал объединением 7 отдельных творческих площадок, главной тематикой которых стали презентации и акции по популяризации различных направлений национальной культуры. На площадке литературы и библиотек любой желающий мог выбрать понравившуюся книгу, как абхазских, так и зарубежных авторов. Учащиеся школы студенты с большим желанием разбирали книги с полок. Для каждого читателя большой шанс, потому что здесь много книг, не только абхазская литература, но и зарубежная. Я выбрала Стефана Цвейга, потому что у него есть единственный роман, который мне был очень интересен, и я здесь его нашла. «Живое слово» — так назывался конкурс среди учеников школ Абхазии, организованный Национальной библиотекой. Школьники громко и с выражением читали стихотворения на абхазском языке, посвященные войне и героям страны. На площадке музейной территории литературно-мемориальным домом-музеем Дмитрия Гулия были представлены стенды с фотографиями погибших поэтов и писателей в Отечественной войне народа Абхазии. Абхазским государственным музеем были выставлены уникальные экспонаты XIX века. С древних времен фактически Абхазия защищает свою родину. И все время мы видим по истории, всегда мы защищаем. Естественно, нужно показать из наших фондов наши оружия, которые, в общем-то, сегодня представлены. Это 19 век и восстановленное оружие Средневековья. Мы стараемся показывать разную тематику. Но сегодня вооружение. На территории визуального искусства и национальных ремесел были выставлены художественные работы юных художников, а также различные изделия ручной работы. Понравившиеся картины и поделки любой желающий мог приобрести по привлекательной цене. Сотрудники Международного фонда Абсны представили на фестивале свою печатную продукцию – буклеты с подробной информацией об Абхазии на абхазском, русском, турецком, английском и арабском языках. Внимание гостей арт-фестиваля привлек стенд под названием «Многоликая Абхазия», где были вывешены десятки черно-белых снимков, на которых изображены представители различных общин страны, лидеры республики в разные периоды истории, знаменитые гости, военные и политические деятели. Ко всем инсталляциям присоединились и площадки милосердия. Участники инициативной группы по строительству храма в Ткварчале организовали выставку-продажу церковной продукции. Приобретая их, каждый мог внести свою лепту в строительство храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского.
Рядом представителями благотворительного фонда «Ашана» реализовывались магниты милосердия. Все вырученные средства пойдут на лечение тяжело больных детей. Одним из главных принципов фестиваля является открытость и доступность. В нем мог принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив. Организаторы международного арт-фестиваля «Прогулки по набережной» в будущем году планируют реализовывать в его рамках ряд новых проектов, а также расширить число участников и гостей. Саиджи Арсалия, Сергей Демянов, Абхазское телевидение. Наш следующий репортаж о человеке, который неделю назад прибыл в Абхазию из Германии на велосипеде. За 5 месяцев пути Себастьян Федиш преодолел около 10 тысяч километров. Молодой человек остановился в селе Бабушара. О впечатлениях путешественника об Абхазии и о том, планирует ли он вернуться сюда, расскажет Сария Смар. Теперь это вполне обычный маршрут для молодого немецкого путешественника Себастьяна Федиша. После моря или прогулки он возвращается в этот дом и все свободное время проводит здесь. Себастьян признается, скучно ему не бывает, ведь рядом всегда его верный друг по кличке Диди. Понравилось, что эта страна, как говорится, не использовано еще так, как, допустим, в Германии, что здесь все сохранилось так, как в далекие времена еще в Германии было. И все природа здесь, конечно, восхитила, горы, море, и надолго останется в памяти. До приезда сюда Себастьян мало знал об Абхазии и уж тем более не планировал здесь останавливаться, но настолько вдохновился природой, что теперь собирается приезжать часто. На преодоление всего пути, а это более 10 тысяч километров, Себастьяну понадобилось около 5 месяцев. Молодой человек признается, что в юности мечтал путешествовать на велосипеде по разным странам, и его мечта сбылась. Эту мечту все время держал и постепенно купил велосипед, начал тренироваться с малых расстояний, потом все время увеличивал, и вот созрел в этом году сделать это путешествие вместе со своей подругой. Было интересно и страны еще другие посмотреть. И вот начал с Германии, с Лейпцига, и поехали вместе через Данию, Швецию, потом Финляндию, заехали в Санкт-Петербург, и далее Москва, и большой длинный путь через Урал, Казахстан, и наконец приехали. В Абхазии Себастьян Федиш познакомился со своим соотечественником Виктором Мюллером. Кстати, Виктор уже несколько лет подряд приезжает на все лето в Абхазию, помогает многодетным семьям, убирает пляж, своими силами благоустраивает село. Говорит, рад был помочь земляку. Я заехал домой в авиагородок и в воротах аэропорта заметил велосипедиста, у которого столько много нагружено было на велосипеде вещей. Я сразу понял, что человек издалека, обратился к нему вначале по-русски, естественно, откуда он едет. Он мне с акцентом ответил, что из Германии. И я тут же перешел на немецкий, пригласил его к себе. Для Себастьяна Федиша это самое длинное путешествие на сегодняшний день. Перед приездом в Абхазию он побывал во многих городах России. Уже через несколько дней Себастьян улетает в Германию, но обязательно вернется. А своеобразным подтверждением намерений является велосипед, оставленный до его следующего приезда у нового друга и соотечественника Виктора Мюллера. Сария Смыр, Александр Чернов, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 20-25 градусов. Температура морской воды плюс 24 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.